Читаем российскую газету от 24 мая 2017 года под номером 110. Статья «Пошел в отказ, дороже будет». Министерство внутренних дел выложило для общественного обсуждения законопроект, который усиливает ответственность водителей, скрывшихся с места аварии и отказавшихся от медосвидетельствования. Большинство водителей, которые попались в руки ГИБДД с подозрением на употребление наркотиков, отказываются от посещения врача. Дело в том, что при выявлении в крови наркосодержащих препаратов врач обязан поставить пациента на учет. Получить обратно права этому гонщику получится не скоро. МВД предлагает увеличить ответственность именно за сокрытие с места аварии. Например, водитель сбил случайно пешехода, но не остановился, не оказал помощь, не вызвал ГИБДД. Поймать такого нарушителя можно, но на это будет затрачено большое время. К моменту, когда нарушитель будет пойман, достоверно установить, что в момент аварии он был нетрезв, уже не будет возможности. Этим пользуются многие лихачи, которые, попав в аварию, ждут несколько дней, а потом приходят в полицию с повинной. Новый закон усиливает ответственность тех, кто отказался пройти медосвидетельствование, а также тех, кто от него скрылся. В последнее время, несмотря на резкое сокращение количества выявленных пьяных за рулем, довольно серьезно возросло количество тех, кто отказался от прохождения медосвидетельствования. Такие отказы вызваны в большинстве случаев тем, что попавшиеся в руки полиции водители боятся оказаться в списке наркоманов, стоящих на учете в специализированном лечебном заведении. Наказание за отказ от медосвидетельствования в новом проекте жестче, чем за выявленные признаки опьянения. Если установлено, что водитель управлял автомобилем в нетрезвом состоянии, то ему грозит за это штраф 30 тысяч рублей и лишение прав от 1,5 до 2 лет. Согласно новому законопроекту, отказ от медосвидетельствования будет грозить штрафом 35 тысяч рублей и лишением прав на срок от 2 до 3 лет. За 2016 год после отказов водителей от медицинского освидетельствования было возбуждено 246,8 тысячи дел. Количество водителей, попавших в аварии с признаками опьянения, отказавшихся от медосвидетельствования, составило 4,3 тысячи человек. 7,5% от общего числа ДТП с участием пьяных водителей составляют водители в состоянии наркотического опьянения. Доля выявления случаев наркоопьянения среди водителей возросла в 2016 году по сравнению с 2015 годом с 3,8% до 4,8%. Статью подготовил Владимир Баршев. Специально для рубрики «Читаем газеты» Олеся Григорьева.